Этот ужас произошел снова. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация разозлила таджиков. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Тело солдата одной из воинских частей Управления погранвойск ГКМБ Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области было передано родным на прошлой неделе. Уроженец района Деваштич Сагдийской области Равшан Насиров был призван в армию осенью прошлого года и проходил службу в Ишкашимском районе. Согласно заключению врачей, солдат-срочник умер около 2 часов ночи 11 июля от острой дыхательной недостаточности. Родные Равшана Насирова сообщили, что во второй половине 11 июля они забрали тело из военного госпиталя в Душанбе и на следующий день похоронили на кладбище села Долини-Бало района Деваштич. Дополнительной судебно-медицинской экспертизы, по словам близких, проведено не было. Последний раз мы с Равшаном поговорили по телефону неделю назад. Он сообщил тогда, что до окончания срока службы осталось 86 дней. Голос был бодрым, никаких жалоб на здоровье у него не было. В прошлом мой сын занимался легкой атлетикой и был призером республиканских соревнований. Что произошло на самом деле, мы не знаем, говорит Хатам Насиров, отец погибшего солдата. По его словам, на теле сына следов побоев и пыток они не обнаружили. А как вы думаете, что произошло на самом деле? Парень спортсмен, и не должно быть у него проблем. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 23-летний Равшан Насиров до призыва окончил Худжанский государственный университет по специальности учитель английского языка и больше месяца проработал в средних школах номер 8 и номер 49 села Долини-Боло. Учителя с высшим педагогическим образованием имеют право на отсрочку от призыва в армию на время работы в сельских школах. На службу их призывают только в случае, когда они сами заявляют желание служить в армии. Хатам Насиров говорит, что сын собирался после армии работать в органах госбезопасности. Мы нашли ему невесту в селе и хотели устроить свадьбу после того, как он вернется домой. Но на все воля Всевышнего. И кто бы знал, что все вот так вот обернется, добавил отец погибшего солдата-пограничника. Случаи смерти солдат в таджикской армии в мирное время были зафиксированы и раньше. Офис гражданских свобод, правозащитная организация, занимающаяся защитой прав военнослужащих в Таджикистане, посчитала десятки случаев издевательств над солдатами в период с 2015 по 2019 годы, в том числе и 10 случаев смерти. По словам правозащитников, неуставные отношения в таджикской армии, которые приводят к тяжелым увечьям и даже гибели солдат, являются одной из основных причин, по которым многие молодые таджикистанцы отказываются служить в армии. Однако власти заявляют, что последние годы контроль за уставными отношениями в воинских частях страны осуществляется жестко, но инциденты не прекратились. Как вы думаете, почему? И как можно это исправить? И возможно вообще ли это исправить? Свое мнение по поводу всего этого и мысли напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!